На днях сразу несколько крупных стран показали свои новейшие разработки в робототехнике. Робот Илона Маска показал высокий уровень. Он танцует, двигается как человек, выглядит реалистично. Китай пошел еще дальше. Их робот настолько похож на человека, что зрители попросту не поверили, что это машина. Чтобы доказать обратное, разработчики специально отрезали ему часть ноги во время презентации. И да, это действительно оказался робот. А что же Россия? Россия тоже решила не отставать и представила своего гуманоида. Но презентация закончилась неловко. Робот не смог пройти и нескольких шагов. И просто упал на глазах у всех. Тем не менее, Россия объявляет о выделении 350 миллиардов рублей на робототехнику. Но возникает вопрос. Почему бы России не посоревноваться с другими странами в чем-то более важном? Например, в качестве жизни коренных народов. Пока сотни миллиардов уходят на роботов, одна из центральных улиц Якутска тонет в фекалиях. Люди буквально ходят по канализационным стокам. В условиях суровых морозов жители мерзнут в своих квартирах, как это происходит в Борисовке-1, в Якутске. В столице Алмазной республики люди живут не жизнью, а выживанием. И этот список проблем можно продолжать бесконечно. Россия стремится быть первой среди технологических держав, но что толку от роботов, если коренные народы все еще борются за элементарные условия жизни?